когда мы освободили первых пленных с дома, который непосредственно был расположен поблизости Азовстали. Те пленные и те мирные люди, когда вышли с этих подвалов, обнимали, целовали нас и говорили о том, что рады нас видеть, плакали со слезами на глазах. И я понял, что я здесь оказался именно так, как нужно. И я ни капли не сомневаюсь, что это была правильная идея. Я помню тот момент, тот фрагмент, который отложился у меня в голове, когда мы штурмовали дом, где было очень много мирных жителей и много этих самых азовцев. Мать с ребенком выбегает, мы смотрим в бинокль. Мы не можем штурмовать, мы не можем войти, мы не можем ничего сделать. Они мать ложат в спину, мать падает, прикинь. И мы ребенку кричим: беги, беги, со всех сторон. Ребенок замер в непонятках, он как бы и побежать хочет, и матери помочь хочет. И тут на, в голову, прикинь, в голову, мразь. Эта тварь ребенку в голову бьет. Именно вот в этот момент все мы просто-напросто забыли, что такое смерть. Мы забыли, что там могут быть снайпера. Просто все толпой есть. Ворвались, закидались шашками газовыми, там дымами, чтобы нас не видели, ворвались и просто, блядь, разорвали всех, кто там находится. Но мы зашли туда, и не просто зашли, а ценой своей жизни. Нам было наплевать на свои жизни, когда мы увидели жизнь ребенка, когда мы поняли, что это не люди, это звери, это твари просто-напросто, которые могут себе позволить убить ребенка. Это не люди. Так что я считаю, что я здесь оказался именно правильно, по правильному пути. И все, что я здесь сделал, я сделал для вот этих людей, которые здесь живут сейчас и улыбаются, обнимают, берут координаты, где я живу, там других моих боевых товарищей хотят приехать к нам на родину и благодарят нас за освобождение.